Всем доброе утро, кто встречает это летнее утро вместе с нами. Сегодня 20 июня, день недели четверг. Всем отличного настроения. В студии для вас сегодня, нового дня, работает Иван Луцкан. Что касается дня сегодняшнего, как я сказал, сегодня 20 июня, четверг. И ООН учредила Всемирный день беженцев в этот день. А еще сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. К чему это все? К тому, что в мире очень много различных проблем, которыми занимается Всемирная организация Объединенных Наций. И вот, к примеру, защищать слонов в зоопарках тоже важно. Если копнуть в историю, то в 1840 году, именно 20 июня, известный Морзе запатентовал телеграф. А в 1937 году успешно завершился полет в США через Северный полюс, и выполнил его известный наш пилот Валерий Павлович Чкалов. Кстати, его судьба сложилась трагически, буквально через год он погиб в авиакатастрофе. В воздухе тогда летчики пробовали, когда пролетали над Северным полюсом, аж 63 часа 16 минут. По народному календарю сегодня Федот урожайник. Возможно, сегодня будут грозы. В этот момент лес весь притихнет. И если гром долго будет греметь, то ненастье будет надолго. А если он переходит с места на место, то может быть град и холод. Ну что ж, узнаем из прогноза погоды, что нас ожидает сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных улусах было плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 26 ожидается. В Заречье утром плюс 11, плюс 21, днем плюс 22, плюс 26. На юге республики утром плюс 7, плюс 10, днем плюс 19, плюс 24. В Вилюйских улусах плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 31. В Нижнеленских улусах плюс 16, плюс 18, днем плюс 28. На западе республики плюс 13, плюс 18, днем 24, 27. В Колымо-Дигирских улусах плюс 12, плюс 18 в 6 утра было, днем плюс 18, плюс 24. В Янских улусах плюс 13, плюс 19, днем плюс 23, плюс 27. На северо-западе республики плюс 9, плюс 19, днем плюс 11, плюс 26. Что касается Якутска, то в 6 утра температура воздуха была плюс 13 градусов, атмосферное давление 748 мм ртутного столба, ветер восточный 2,5 метров в секунду, днем ожидается плюс 26, плюс 28 и без осадков. Знаете, какой-то удивительный июнь, если честно, я давно такого не припомню, по крайней мере, в Якутске, когда дождей мы видели только, по-моему, в начале июня, и то вот они прошли, закончились, и посмотрев прогноз погоды наперед на неделю, как-то дождей даже и не предполагается, и температура воздуха будет держаться вот на отметках плюс 28, плюс 30 градусов. Ну, настоящее лето пришло в Якутию, наверное, оно таким и должно быть. А пока передаю слово информационной службе нашего канала. Буквально на днях были приняты изменения в закон о статусе многодетной семьи в республике. Они были приняты во втором чтении в рамках 8-го пленарного заседания Госсобрания Илтумен. Теперь по действующему законодательству республики многодетными семьями являются те, кто имеет 3 и более детей в возрасте до 23 лет. То есть те, у кого студенты, очные формы обучения, теперь они по праву становятся многодетными, эти семьи. Закон вступит в силу где-то ориентировочно в середине июля 2019 года после подписания его главой республики Айсеном Николаевым.
Дальше о интересных новостях. Вот лично я часто пользуюсь порталом госуслуг. Очень удобно, заходишь, получаешь и информацию о своих движениях по штрафам, допустим, ГАИ. Благо, в последнее время у меня таких нет. Вот, но есть, допустим, такой вопрос, как пенсионные накопления. Вот, допустим, заходишь на портал, и там можно выгрузить всю информацию о том, как работодатель за тебя перечислил средства, какой у тебя стаж для начисления пенсии, какой льготный стаж. Очень удобно. И частенько можно проверять благонадежность своего работодателя. Вот какие еще есть услуги у пенсионного фонда, узнаем из нашей рубрики. Теперь обратиться в пенсионный фонд можно, не выходя из дома, через интернет. Ведь регистрация на единый портал государственных услуг открывает возможности к удобному способу обращения в пенсионный фонд без очереди и ожидания. Практически по всем государственным услугам можно заполнить и отправить в электронной форме заявление на получение услуги, либо получить информацию в режиме онлайн. Чтобы подать заявление в пенсионный фонд через личный кабинет застрахованного лица, необходимо зайти на сайт ПФР. Если вы предпочитаете личное посещение органов пенсионного фонда для подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги, вы можете воспользоваться сервисом предварительной записи на прием, также на портале госуслуг или на сайте пенсионного фонда. Получать государственные услуги, не выходя из дома, не только удобно, но и просто. Для использования электронных сервисов пенсионного фонда достаточно компьютера или любого другого мобильного устройства с выходом в интернет. В регистрации на сайте госуслуг также помогут в любой клиентской службе пенсионного фонда. Если вы еще не зарегистрированы на сайте государственных услуг, то вам помогут в любой клиентской службе пенсионного фонда. При обращении не забудьте паспорт и СНИЛС. После регистрации вы всегда сможете пользоваться личным кабинетом. Для удобства граждан специалисты клиентской службы осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию на портале государственных услуг. Воспользуйтесь новыми технологиями обращения в пенсионный фонд и сэкономьте свое время. Наталья Колесова, Александр Степцов. Новый день. Доброе утро, мы продолжаем нашу работу. Напоминаю, что сегодня 20 июня, день недели четверг. Вы смотрите телеканал НВК Саха, а это новый день. В студии Иван Луцкан, но в студии я не один. И сегодня у нас в гостях Елена Слепцова-Тальникова, руководитель управления планирования концертной деятельности Государственной филармонии Республики, и Валерия Киприянова, начальник концертного отдела филармонии Якутии имени Кривошапка. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы поговорим о тех мероприятиях, которые планирует филармония провести не только вот в летний сезон, но еще и то, что предстоит нам осенью. И вот первый такой информационный повод, который в ближайшее время состоится, это в рамках третьего международного конгресса «Музыка для всех» и первого фестиваля «Розовая чайка». Вы планируете какое-то мероприятие. Что это за мероприятие? Да, я в общем расскажу. То, что с 28 июня по 4 июля у нас проходит в городе большое событие. Это третий международный конгресс «Музыка для всех» и первый международный конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка». В рамках этого конгресса и конкурса будет очень много мероприятий, таких как конкурсные прослушивания, концертные выступления, мастер-классы, круглые столы. Вот, я хотела бы остановиться на одной дате, это 30 июня в 11 часов утра в Театре оперы и балета пройдет торжественный концерт открытия, где выступит симфонический оркестр «Симфоника Артика» филармонии Якутии, симфонический хор филармонии Якутии, главный хормейстер Людмила Шумилова. Дирижером всего этого концерта будет наш итальянский гость Кристиан де Лиса. Помимо симфонических произведений, и я вам скажу то, что Кристиан будет дирижировать якутским произведением Николая Берестова «Приветственное», будут солисты, учащиеся музыкальных школ, Высшей школы музыки, Якутского музыкального колледжа, Детской школы искусств №1, и гости из Японии и Кореи, и победитель телепроекта «Голос дети» 2019 года Валерий Кузаков. Вот, возможно, вопрос будет как обывателя, да? Вот филармония, что она представляет собой, какие мероприятия она планирует и что мы можем увидеть на площадке филармонии?
Ну, вообще деятельность филармонии, она связана с организацией концертов и проведением их. У нас в Якутске, за пределами по республике и также за пределами республики. Вообще в филармонии у нас на сегодняшний день, вот за 8 лет уже существования нашей организации, 8 коллективов. И также филиал в городе Алдане нашей филармонии. Первый коллектив, который был создан в 2011 году, это духовой оркестр Лена Рива-Брас, дирижер Павел Васьковский. А в марте 2012 был создан симфонический оркестр «Симфоника Артика». Его возглавляет главный дирижер Фабио Мастранджело. И в 2017 году был создан симфонический хор филармонии, главный хормейстер Людмила Шумилова. Еще у нас есть струнный ансамбль «Арка Артика», Камерата Якутск. И получается 3 коллектива в городе Алдане. Это Государственный концертный оркестр Якутии, дирижер Наталья Базлева и Юлия Швецова, ансамбль балалайшников под руководством заслуженного деятеля искусств нашей республики Дмитрия Швецова. И новый ансамбль «Гитарика». Вообще, как бы деятельность филармонии, она, конечно, очень обширная. Мы ведем и пропаганду якутской музыки, это композиторов Якутии. Очень много, гастролируем и по республике, и за ее пределами. В этом году мы уже 8-й раз будем на сцене Мариинского театра представлять нашу республику. И что мы там будем представлять? У нас там ежегодно практически проходит концерт симфонического оркестра с приглашенными солистами. В этом году планируется выступление, уже вот запланирована дата на 11 ноября. И также в этот период практически вот в рамках фестиваля ежегодного, а в этом году он уже 9-й международный арктический фестиваль «Северное сияние», также будет представлен не только в Якутске, но и в городе Санкт-Петербурге. Я так понимаю, что он посвящен году консолидации. В этом году, да. Ну и, соответственно, вся тематика выступлений будет связана с этим. Он когда, в какие даты проходит? В какие даты он будет проходить в этом году? Это с 21 сентября по 31 октября. Мы откроем концертом, посвященным Году театра. И вообще мы в этом году фестиваль посвящаем Году театра, Дням Германии в Республике Саха-Якутия и Году консолидации. Когда завершится фестиваль «Северное сияние» и что планируется в рамках завершения? Фестиваль завершится концертом в Санкт-Петербурге. Это будет как совместный проект филармонии Якутии и мюзик-холла. Вот. А откроем мы его 21 сентября в городе Якутске с программой Государственного концертного оркестра с участием заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. За пультом будет приглашен дирижер из Москвы. Вот. А традиционно 1 октября, в Международный день музыки, на площадке Русского театра у нас будет концерт симфоники Артика. Спасибо большое, что подошли к нам в студию в это утро. Хочется пожелать филармонии новых творческих проектов, чтобы к юбилейному, получается, через год, 10-му сезону было огромное количество как и творческих коллективов, так и выступлений, гастролей за пределами республики, чтобы о Якутии знали как можно больше участников этого процесса. Спасибо еще раз. Спасибо. А мы продолжаем нашу программу. Смородина – это очень вкусная и любимая с детства ягода. По содержанию витамина С она уступает, наверное, только шиповнику, который тоже произрастает в Якутии. Многие во дворах, дачах якутяне начали сажать эту культуру очень активно, и она очень хорошо приживается и начинает плодоносить. Вот чтобы добиться таких результатов, я думаю, что следующий сюжет вам поможет. Цветущий рай у себя на даче создала огородница Балбара. Тут у нее и яблоня благоухает, и сарданы вот-вот распустятся, и рыбы в пруду, и птицы в саду.
Во всем этом изобилии кустам смородины отведено особое место – уход за каждым листочком. Черную смородину прежде всего нужно весной очень хорошо, тщательно обрабатывать для того, чтобы, в общем-то, потом не было никаких вредителей. А потом обязательно проливаем еще фитоспорином, чтобы корневая тоже была система вся чистенькая. И вот в итоге, видите, какие вот сейчас уже появляются ягодки. А для того, чтобы еще хорошо она плодоносила и ягоды будут очень крупные, я беру вот картофельные очистки все и в теплице на поддонах высушиваю. Затем перетираем и все бросаем под смородинку. Эти именно очистки, это крахмал, чистый крахмал. Это очень полезно для смородинки. Обязательно нужно смотреть, чтобы вот не было никаких повреждений на них. Часто очень в этот период заводится тля. Поэтому каждый побег нужно просматривать, и как только что-то появилось, нужно сразу обрабатывать. Самое такое приносит вредитель – это черемуха. Вот черемухи обычно, муравьи, черемуха, они вот разводят, поэтому черемуху старайтесь всегда за калиткой сажать. С медицинской точки зрения полезен весь куст смородины, включая веточки и листья. Чаи и отвары из них помогут при слабом иммунитете. Пройдясь по зеленому саду, мы собрали листья смородины, яблони, земляники, вишни и даже плоды прошлогодних ягод. И из всей этой красоты заварили вкуснющий чай, который мы прямо сейчас попробуем. Цвет очень красивый, прям янтарный, а на вкус очень насыщенный, яркий вкус. Вы видели цветущие стрелы новозеландских дельфиниумов? Эти цветы до недавнего времени можно было найти лишь во флористических магазинах. Во дворе Варвары Ивановны они растут не первый год. Хозяйка в ожидании, каким же цветом они распустятся в этом году. Сиреневые, фиолетовые, голубые с белым. Весной чуть можно удобрить любым удобрением универсальным, подрыхлить и поливать. Еще есть секрет такой, что когда вот эти стрелы отцветают, они выглядят некрасиво, и многие их срезают. Но у них ствол пустотелый, и нельзя этого делать, потому что если туда попадет дождь или снег, то дельфиниум может весной не выйти, а сгниет. Поэтому, когда его обрезаете, нужно обрезать повыше, а затем перегнуть. Просто. Но еще в этот год мы, в общем-то, закрывали все стволы пакетиками. Многолетние цветы экономят время и очень украшают участок, потому Варвара Григорьева ежегодно выписывает все новые сорта, чтобы проверить, смогут ли они пережить якутскую зиму. Еще раз доброе утро. Ну, вот продолжая тему этого сюжета, было сказано, что смородина – это лекарственный куст, и плоды смородины очень хорошо помогают при простудных заболеваниях. Вот наша гостья, не знаю, подтвердит, не подтвердит ли это. У нас сегодня в гостях Евдокия Сидорова, заведующая детским отделением Якутской городской больницы номер 2. Доброе утро. Доброе вот что утро. касается смородины, можно ли ее детям при простудных заболеваниях? Да, конечно, красную смородину можно использовать в виде морса, в виде варенья. Да, вот детям он очень полезно, потому что богат витамином С. Ага. А вот что касается черной смородины? Черная смородина, она более обогащенная, и микроэлементов очень много содержит, да, поэтому оно как бы более агрессивное и может вызывать аллергические реакции. Вот, поэтому чисто индивидуально. Если кому-то подходит, то, конечно, можете То есть здесь принимать. уже надо с осторожностью, все-таки черная С осторожностью, а красную смородину вот редко, когда наблюдается аллергическая реакция, поэтому активнее надо да, принимать. вот сейчас лето, так, активная пора, как цветение растений, это, и, соответственно, аллергическая реакция может быть у детей, так и период купального сезона, когда дети могут переохлаждаться, любят мороженое. Каким образом защититься от простуды вот в ближайшее время? Избегать простудных заболеваний в летнее время, да, в жаркое время, ну, только вот устранять причины, то есть избегать переохлаждения, резкой смены температуры, плюс еще, ну, вот увлекаться холодными напитками, да, мороженными, да, плюс нахождение, резкая смена температуры, это вот нахождение под кондиционером, при проветривании, да, когда вот устраиваем сквозняки, допустим, вот только такие
причины могут вызывать простудные заболевания. Ну и вот резкая смена, также отмечу, что купание в реке нашей, да, долгое нахождение имеется в виду. Мгм. И, ну, в частности, вот только такое. В летнее время же вирусные заболевания как бы спадают, поэтому, скорее всего, это все летнее время простудные заболевания. Вот как защититься от этого вида заболеваний, ну, например, от простудных, да? Понятно, что надо меньше, допустим, где-то там находиться под кондиционером, да, а вот именно как вести профилактику? Может быть, какие-то чаи те же самые употреблять, может быть, где-то... Только натуральные можно, да, вот именно, ну, начиная давайте соблюдение режима дня, да. Режим соблюдаем также. Летнее время мы же стараемся больше находиться, да, то есть поздно ложимся, поздно встаем, днем ребенок не спит, да, хотим побольше погулять, да. Режим соблюдения режима дня, это уже повышает иммунитет организма ребенка, да. Плюс потом питьевой режим наш, который мы должны летнее время соблюдать, который увеличивается. Надо вот воды? Ну, маленький ребенок, допустим, в сутки 500 мл должен выпивать, а в летнее время оно увеличивается 2, а то и в 3 раза. То есть маленький-то вот до скольки лет? Вот до 5 лет, допустим, да, до 3 лет, а там больше уже идет. И питьевой режим, потом наша вот одежда, допустим, да, светлые тона, натуральные ткани, головные уборы, потом соблюдение вот режима нашего, да, устранить переохлаждение, допустим, смену температуры, да, плюс режим питания, режим сна сказала, так. А именно препаратами я бы не сказала летом заниматься, ну, противовирусными препаратами, поднимать иммунитет, допустим. Вот чаи, напитки, правильное питание – это обязательно. А как, допустим, заподозрить у ребенка аллергическую реакцию? Ну, сейчас вот активно цветение тополя идет, и начинаются риниты и так далее. Вот как разграничить? Носа, да, допустим. У детей маленьких, у кого нет предрасположенности, да, допустим, к аллергенам, аллергическим реакциям, у тех вот даже на вот это вот цветение не должно быть всяких этих реакций. Ну, кратковременно, возможно, может, да, но которое должно проходить самостоятельно. А у тех детей, у которых уже предрасположенность ко всем аллергическим заболеваниям, у тех детей, да, антигистаминными препаратами уже заранее надо подготовить ребенка. В частности, там супрастин, зодок, зертек, фенистил, вот такие препараты. Но родители, они в курсе, они знают. Сейчас родители более грамотные же. Вот по вопросу самолечения, в каком случае необходимо обращаться к врачу непосредственно, а где можно обойтись традиционными методами? В летнее время считается, ну, симптомы, да, которые, ну, повышение температуры тела, головокружение, непонятные состояния, где ребенок уже, ну, как сказать, недомогание можно вызвать врача, обратиться к врачу, не обязательно вызвать, обратиться к врачу, потом плюс перегревы могут быть, да, которые провоцируются горячей кожей, сухой, то есть на ощупь можно уже, ну, предугадать состояние перегрева. Так, еще ну вот, допустим, если как отличить, что вот это состояние неотложное, которое, ну, есть время немножко до периода обращения к врачу, или экстренное состояние, когда уже необходима помощь, скорой помощи? Экстренными считаются те состояния, которые расцениваются как угроза жизни для ребенка, допустим, да, это высокая температура. А высокая выше скольки цифр? Допустим, у здорового ребенка 38,5 и выше, 39, вот уже 39, как экстренное состояние, можно 0,3 вызвать, да. А у некоторых детей, у которых есть патология, да, у тех детей даже можно расценивать 38 как экстренным состоянием, да. У тех детей, у которых судорожные, да, в симптомах есть судорожные состояния, и где пороки развития, допустим. Даже 38 можем расценивать как экстренное состояние.
Спасибо большое, Евдокия, что вы подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы наши дети были здоровыми, чтобы они меньше обращались к врачам. Ну и напомнить в первую очередь родителям о том, что это была лишь консультация, и непосредственную консультацию по состоянию своего ребенка вы можете получить только у специалиста в медицинской организации. Следите за здоровьем своих детей, и я думаю, что обращаться в медицинскую организацию вам не понадобится. Пока мы прервемся на короткую рекламную паузу, не переключайтесь. Далее узнаем о прогнозе погоды и много интересных сюжетов. Вы продолжаете смотреть телеканал НВК Саха. Это программа «Новый день» в студии Иван Луцкан. Сегодня 20 июня, день недели четверг. Завтра для многих якутян будет выходной день, официально объявлен в связи с празднованием Исеха. В эти дни уже начинается Исех Аланхо в Намском Улусе, и программу можно найти на интернет-площадках различных средств массовой информации. Поэтому будьте заблаговременно по времени, выезжая туда. Погода благоволит хорошая. Какая? Узнаем прямо сейчас. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральных улусов 6 утра плюс 14, плюс 19, днем плюс 25, плюс 26. В Заречье плюс 11, плюс 21 утром, днем плюс 22, плюс 26. В юге республики плюс 7, плюс 10 было утром, днем плюс 19, плюс 24. В Вилюйских улусах плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 31. В Нижнеленских улусах плюс 16, плюс 18, днем плюс 28. На западе республики плюс 13, плюс 18, днем 24, 27. В Колымо-Индигирских улусах плюс 12, плюс 18 утром, днем 18, 24. В Янских улусах плюс 13, плюс 19, днем 23, 27. На северо-западе плюс 9, плюс 19, днем, а плюс 11, плюс 26 градусов. Что касается Якутска, то сегодня утром температура воздуха была плюс 13 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 2,5 метров в секунду, днем ожидается плюс 26, плюс 28, в целом погода без осадков. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии для ваших WhatsApp-сообщений остается прежним. Это 8 914 279 22 62. И вот из присланного нашу дорогую подругу Наталью Ильиничну поздравляем с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, бесконечного счастья. Близкие подруги Муза, Валентина и Татьяна. Ну вот с такими подругами Наталья Ильинична никогда не пропадет. Что касается нашего следующего сюжета, то наверняка каждый из нас пробовал чай с ароматным вкусным малиновым вареньем. Ну или хотя бы его ложкой, по крайней мере, трескал. Как завести у себя на участке эту культуру, расскажет наш следующий сюжет. И у себя на участке можно с успехом выращивать эту вкусную и ароматную ягоду. Как говорит молодой эколог Роман Григорьев, уход требуется минимальный, зато урожай потом радует. Это малина. Это гибрид малины природной и малины сортовой. За малиной в основном уход содержится в том, чтобы нормальную делать подвязку, именно ленточно, чтобы она сама себя не густила. То есть посередине будет место для новых однолетних ветвей, а вот для этих старых ветвей будет место для плодоношения. Они не будут густиться и не будут болеть. В этом, в принципе, основа. Ну и обычные подкормки. По весне больше азота, по лету больше фосфора и калия, осенью только калий. Можно заметить то, что не стоит их слишком высокими, они вырастают еще выше намного, а так их надо обрезать, чтобы они сильно не вытягивались, иначе будет плохое плодоношение. Эти на следующий год я буду вырезать. Но это взрослые кусты, они, если, вот, например, вот эти маленькие,
они вырастут до таких, ну, где-то года за 4. Пересаживать все всегда лучше по осени, не по весне. У нас любят все пересаживать по весне, конечно. Но лучше всегда по осени, когда уже все ушло в период покоя. Чтобы его не травмировать по весне, по осени травмировать, но оно в периоде покоя ему все равно. И уже по весне оно будет сразу давать новые корни, и уже приживется на новом месте лучше. При хорошем уходе с одного куста за сезон можно собрать до 500 грамм ароматной малины, а плодоносить она начнет уже в 10-х числах июля. Во-первых, кушать просто так, они и так вкусные. А джемы, варенье, настойки, всякие вина также можно делать, ну, все что угодно. Листья малины тоже можно в чай пользовать. В малине много антиоксидантов, это замедляет старение, по крайней мере. Ну и вообще витамины, ягоды. Раз в неделю хорошенько пролить, и этого будет достаточно. Юноше любовь к растениям, своему саду перешла от бабушки, которая с детства прививала ему свою страсть. Сегодня Роман уже сам выписывает редкие сорта растений и может дать рекомендации, что стоит сажать у нас в Якутии, а от чего лучше воздержаться. Мария Павлова, Александр Слепцов. Новый день. Вот уже 14 лет в нашей стране работает сайт усыновите.ру, и благодаря нему более 100 тысяч детей нашли свой дом. Благодаря Международному фонду «Дети Саха-Азии» у нас в Якутии работает рубрика «Пусть мама придет». Мы в ней сейчас познакомим вас с нашими воспитанниками. Меня зовут Клара, мне 16 лет. Я умею полы мыть, учиться и вытирать, посуду мыть, рисовать, писать, музыку слушать и мультики смотреть. А музыку ты какую слушаешь? Все. Разную. А в школе какой у тебя любимый предмет? Математика, русский, чтение и все. Так, ну а что ты любишь делать? Какие-то поделки, может быть? Да. А покажешь? Угу. Покажем, да? Вот. Какая красота. Сама сделала, угу. Да? И вот. Какая красота. Все сама сделала? Угу. Молодец. У нас мастерица. Вот у нас заканчиваешь 9 класс. А дальше, что будешь учиться или пойдешь какую-то специальность рабочую получать? Ты подумала, да, что ты будешь делать дальше? Ну, ты бы на кого хотела выучиться? На учителя. Учителя? Ага. Какого предмета? Математики. Математики? Молодец. Значит, ты очень хорошо знаешь математику. Угу. Клара, а ты знаешь, зачем я тебя снимаю? Что вы взяли, семью. Молодец, Клара. А в семью ты хочешь? Угу. А в какую семью бы ты хотела попасть? Большую. Большую. Чтобы там были мама. Угу. А мама какая должна быть? Хорошая, красивая, умная, добрая, ласковая, нежная. Молодец, Клара. Мы желаем, чтобы у тебя обязательно была семья.
На улице жарко, и лучшее средство для утоления жажды, конечно, вода. Но если хочется какой-то напиток, не связанный с водой, какой-нибудь сладенький там, и так далее, конечно, он не заменит воду, но можно приготовить такое. Какой напиток? Наш следующий сюжет вам сейчас подскажет. В клетках организма содержится вода, защищающая человека от перегрева, переохлаждения и от интоксикации. Если в рационе мало питья, усиливаются окислительные процессы, а это может привести к болезням. Утолять жажду в летний период рекомендуется чистой водой. Пить воду в жару стоит от 1,5 до 3 литров для взрослого человека. Для ребенка норма 40 мл жидкости в сутки на 1 кг массы тела. За один прием не стоит выпивать больше стакана. Пить надо не торопясь, маленькими глотками. Домашний лимонад в жару, содержащий чистую прохладную воду без сахара с добавлением сока лимона, свежих фруктов и ягод, листьев мяты – чудесное освежающее питье. Такой напиток можно назвать структурированной фруктовой водичкой. Самодельный ароматный лимонад пьется с большим удовольствием, чем простая вода, и в то же время практически не содержит калорий по сравнению с покупными газировками, углеводными бомбами. Чай каркаде из лепестков гибискуса прекрасно утоляет жажду и бодрит. Содержит антиоксиданты, замедляющие старение. Лимонная кислота придает кислинку, а аскорбиновая повышает иммунитет. Помимо этого, он препятствует размножению болезнетворных бактерий, повышает иммунитет и тонус, положительно влияет на сердечную деятельность. Минеральная вода в жару хорошо освежает и стимулирует аппетит. В составе чистая вода, растворенные соли, важные для обмена веществ и углекислый газ. Но все же лучше перед употреблением минеральной воды посоветоваться со специалистом. Травяные фруктовые чаи восполняют баланс жидкости в организме, тонизируют, укрепляют сосуды, насыщают витаминами. Разбавляйте чай водой до такой степени, чтобы вкус ощущался только слегка. Можно добавить немного лимона и меда. Храните в холодильнике. Ягодный морс богат органическими кислотами, которые нормализуют микрофлору кишечника и уничтожают болезнетворные бактерии. Польза ягодного морса в том, что сезонные ягоды – это кладезь витаминов, отличное жаропонижающее, снижает уровень сахара в крови. Лучше не добавлять сахар, а класть побольше фруктов и ягод. Вот такие напитки можно смело пить во время летней жары, но помните, что жажду лучше всего утоляет все-таки природная вода. Далее эфир продолжит моя коллега Пелагея Буртахова. Я же с вами прощаюсь до следующей недели. Всех с наступающим праздником Исех. Кстати, наш канал будет вести трансляцию Исех Аланхос Намского Улуса. Пока-пока.